Лучшим видом спорта я всегда считал баскетбол, хотя сам не был очень к нему приспособлен. Американский актер Джек Николсон. Баха, лицом. Ребята, остановка именно на стопоре шаг, на степбэк. Заканчиваем фазу броска, потом бежим на подбор. Все ясно? Знаете, тренер – это не просто профессия, тренер – это состояние души. Возможно, какой-то тренер, он не во всем может быть идеален. Каждый тренер, прежде всего, он дарит любовь, уважение к ребенку. Он дарит любовь к этой игре. Софья Павловна – один из немногочисленных тренеров по баскетболу, которые ежедневно в этом зале тренирует своих подопечных. Ее бесконечная любовь к баскетболу привела к возможности встать во главе команды «Беркут Коллектив», которая входит в Таджикскую баскетбольную лигу. Для меня это началось все с телевизора. Однажды, увидев по телевизору игру, мне было 6 лет. Меня заворожила эта игра, и я поняла, что хочу ей заниматься. Через некоторое время к нам в класс пришла учительница по баскетболу. Вот. Она пригласила нас на баскетбол, мы пошли на баскетбол. Но, к сожалению, через какое-то время она уехала. Мы с одноклассниками стали искать варианты занятий, и нам удалось найти другую команду. Через какое-то время я попала в спорткласс к Хаитову Бахтиёру Кенжаевичу. И с тех пор моя жизнь стала неразрывна баскетболом. Спорткласс, 2 тренировки в день. На сегодняшний день она является одним из самых профессиональных тренеров. Даже несмотря на то, что мы заняли не призовое место в предыдущей лиге, она доказала, что, играя молодым составом, в перспективе можно уже метить именно на призовые места. Спортивный зал лицея номер 1 для одаренных детей – это то место, где Софья Павловна собирает вокруг себя большое количество юных и молодых людей, которые входят в 5 команд и прививает им спортивный дух и навыки. Говорят, плох тот сержант, что не мечтает стать генералом. Каждый тренер мечтает, чтобы его воспитанники играли. Когда мои первые воспитанники стали уезжать, играть и поступать в Россию, я поняла, что мы готовы к тому, чтобы выходить на более высокий уровень. У нас есть мальчик, который играет профессионально в Бельгии, в университетской команде. Он первый, будем так говорить, таджик-профессионал. И он очень хорошо там себя показал. И это все дало нам основу идти дальше, развиваться и создать эту команду. Говоря о развитии баскетбола в целом, по словам менеджера клуба «Беркут», основной упор сделан на способную молодежь, которая, в свою очередь, сможет привлечь других молодых людей в данный вид спорта. Первые дни тренировок у меня проходили очень трудно, я не занимался до этого нигде. Первая секция моя была только баскетбол. Я приходил на тренировки с желанием поиграть и научиться этой игре. На протяжении этих дней я научился всему, что научила меня тренер. Я благодарю ее за это, и на данный момент я хочу все больше и больше играть в этот вид спорта. Когда я только пришел, я ничего не мог. Она для начала смотрит твои возможности и в итоге подбирает тебе тренировки. У нее характер боевой, так скажу. А как человек она очень хорошая. Она всегда поможет, подбодрит. В нашей команде много молодых ребят и достаточно перспективных. Они выезжают, даже некоторые в Россию выезжают отдыхать. И играя там на площадках с ребятами, в спортшколах, они стали показывать результаты. И тем самым мы поняли, что мы можем развиваться и идти дальше. Но остановка стопорящим шагом боковым. Анис Амирбеков и Шорух Лукманов являются не только талантливыми игроками команды «Беркут», но и лучом надежды таджикского баскетбола. Баскетбол только начал, второе дыхание в Таджикистане, потому что постсоветское он закончил дыхание, теперь новое независимое дыхание. И его ожидает
большие перспективы. Осталось, опять-таки, я повторюсь, дело за временем. Компании уже смотрят, крупные бренды уже начали инвестировать в баскетбол. И уже заметно, что на многих футболках клубов появились логотипы мировых брендов. Это говорит о том, что медленными шагами, но верными баскетбол будет подниматься. Я так думаю, что у нас уже появляются, например, спонсоры появляются. Если какие-то спонсоры приходят, уже баскетбол развивается в других странах, уже много там игры. У нас мало идет. А уже в данное время есть некоторые спонсоры, что помогают, чтобы развиваться баскетболом. За клуб «Беркут» играют довольно талантливые и одаренные спортсмены, которые в свои годы могли бы играть за сборную страны по баскетболу. Есть минимум 5 потенциальных игроков, которые могли бы очень сильно в перспективе усилить национальную сборную Таджикистана по баскетболу. При подготовке сборной должен быть консилиум тренеров, который, приглашая ребят на просмотр со всей республики, создает зал, в который ребят заводят, они работают там, например, неделю-две и отбирают из них сильнейших. Далее для них создаются условия, проводятся спортивные сборы, как это делается везде. То есть ребята в течение недели или 2 вместе тренируются, вместе живут. И таким образом из них постепенно отбирается команда, которая представляет республику на международном уровне. Несмотря на то, что баскетбол стремительно развивается в нашей стране и количество молодежи, посещающей баскетбольные секции, растет, данный вид спорта наряду с борьбой и футболом значительно уступает по популярности в нашей стране. Ну, во-первых, непопулярность баскетбола, по-моему, заключается из-за нехватки финансов и недостаточно государственных программ для развития именно этого вида спорта. Из-за этого не хватает специалистов, из-за этого непопулярно сам баскетбол. Баскетбол в Таджикистане очень популярен. Просто у нас нет условий для того, чтобы он был массовым. Потому что здесь есть сложившиеся виды спорта, которые развивались намного раньше. Борьба, футбол. Но баскетбол очень популярен. На данный момент, я могу сказать, популярность его очень велика. Она и ранее была велика. Потом мы просто стали показывать другим детям, что такое баскетбол, красивый баскетбол. То есть, когда ребята овладели какой-то школой баскетбола и научились уже работать с мячом, показывать красивые финты, забивать из-под щита, работать в команде, во взаимодействии с передачей. Другие ребята, увидев это, эта игра их заворожила и, как всех нас, влюбила в себя. И мы стали просто играть, стали развиваться. Друзья стали приводить друзей, братишки, сестренок. Со временем начались соревнования, мы стали приглашать родителей друзей. Таким образом, все как обычно. В настоящее время мы видим, как создаются команды по баскетболу, обустраиваются спортивные залы, в которых своих подопечных тренируют квалифицированные тренеры, но довольно редкое явление видеть играющих ребят в баскетбол на новопостроенных близ домов спортивных площадках. майдончаҳое ки дар ҳамин шаҳри душанбе боз кардан махсус барои баскетбол, футбол дар назди хонаҳо. Шумо ягон маротиба дидед ки ҷавонон ҷамъ шуда ба ҳам баскетбол кунанд? бале, ман дидам. кӯдакон дар онҷо бозӣ мекунанд, вале калонсолон на. Шумо ба баскетбол таваҷҷӯҳ доред? Не ба футбол. Теш хонаи мо дар ҳастаем хеле ҷо. Бисёр асосан бисёр футбол мекунанд. Ам майдончаҳое ки дар шаҳри Душанбе боз кардан махсус барои футбол, баскетбол, шумо ягон бор таваҷҷӯҳ кардед ки масалан ҷавонони мо дар ҳамон ҷо футбол не баскетбол бозӣ карда бошанд? камтар аз анақа фикри шумо дуруст аст ки баскетбол камтар аст? дар мавриди баскетбол бигем аслан бигирем мо кам ба назар мерасад ки мисол мебинем дар деҳот ҳаст, дар шаҳр ё то бемарказ дар вилоятҳо, вилояти Суғду Хатон ҳаст баъзе мисол гулдухтарон бонуҳоро мебинем, варзишгаро мебинем ки ба баскетбол рӯ меёранд кам, не ки аз баскетбола бисёртар рӯ меёранд ба волейбол. Кам дида мешавад. Бисёртар одамо футбол бозӣ мекунанд, просто хеле кашол нест. Мы футбол дидем, баскетбол. А вот у тренеров на этот счет есть свое мнение. То есть высота кольца, диаметр колец, размеры площадок. Это не было выдержано, как положено по стандартам. Это тоже создает свои трудности.
Во-вторых, сложность состоит еще в том, что площадки на открытом месте, и заниматься на них круглосуточно очень сложно, жарко слишком. В-третьих, каждая площадка требует ухода за ней, то есть она должна поддерживаться в порядке. Ну и самая большая проблема – это аренда. Она бывает достаточно высокой, например, для дворовой команды. Если это приходит команда профессионалов или людей, которые сами зарабатывают, это один момент. А когда это собираются мальчишки с одного дома и хотят побегать, а им говорят, что все стоит денег, конечно, это их останавливает. И они идут на свободное поле, и там, где можно. Чтобы начать интересоваться, пусть начинают игры играть на открытых площадках, чтобы люди, проходящие мимо площадок, смотрели и вдохновлялись этой игрой, чтобы им хотелось играть в эту игру. Интерес, чтобы появлялся. Создание таджикской баскетбольной лиги можно по праву считать явным прорывом в развитии данного олимпийского вида спорта в нашей стране. Однако наряду с развитием и прогрессом баскетбола в нашей стране существуют и недостатки из числа нехватки специалистов для подготовки профессиональных баскетболистов, неучастия их в международных соревнованиях, нехватки баз и стандартных площадок для тренировок. Большой негативный след – то, что у нас отток умов идет. У нас уехало очень много тренеров. К сожалению, мы не смогли их удержать, создать для них условия. Молодое поколение, которое у нас растет, вот в лице моих учеников, оно учится в России. И я надеюсь, что через 3-5 лет они вернутся и будут помогать развивать эту структуру детского спорта. Они продолжат мое дело, и мы сможем создать что-то большее. И тем самым помочь республике развивать этот прекрасный вид спорта. Нужно организовывать школы, организовывать курсы, приглашать с ФИБА специалистов, которые будут консультировать федерацию, консультировать клубы. Мы, например, как клуб частный, запланировали, как закончатся и откроются авиаперелеты, пригласить профессионального менеджера в наш клуб из Казахстана и пригласить к нам специалиста из Соединенных Штатов Америки по стратегии и тактике. У нас в городе, например, прекрасные тренера. Это Пичугина Наталья Сергеевна, это Царев Евгений Владимирович, Зульфия Маматкуловна. Потом у нас есть и другие варианты, кто готов работать тренерами. Но нам нужны условия, хотя бы элементарно. Это база, это мячи, тот минимум. И самое главное, у нас есть сейчас девочки, мы набрали команду девочек. У нас девочки есть от 8 до 15 лет, которые хотят заниматься баскетболом. Но у нас, к сожалению, проблема с кадрами. Ну, в этом году прошла первая лига, в нем участвовало 8 команд. Как бы в этом направлении первые шаги делаются уже, хоть что-то есть. Хоть как-то существует баскетбол из-за только одного клуба, то есть баскетбольный клуб Душанбе. Если говорить о баскетбольной лиге страны, конечно же, первое, что приходит на ум, это клуб Душанбе, в составе которого играют мастеровитые и талантливые ребята. И для многих любителей данного вида спорта являются кумирами и примером для подражания. Баскетбольный клуб Душанбе сам по себе молодая команда, создана в 2015 году. То есть прошло не так уж много лет, и, как бы сказать, мы хоть как-то стараемся привлечь специалистов и как бы создать ту базу баскетбольную, первоначальную. Ну, еще раз повторяю, что на данном этапе хоть как-то мы существуем из помощи некоторых компаний, хоть как-то. 5 дней рабочих дней мы занимаемся с утра и вечером. Действующие чемпионы страны по баскетболу не только радуют своей игрой на баскетбольном паркете и дают толчок в развитии баскетбола наряду с другими командами лиги, но и помогают в организации других соревнований по баскетболу в городе. Мы активно взаимодействуем с вице-секретарем, с Тимуром. Вот. И он, в принципе, помогает по мере возможности нам. Ребята также нам с БК Душанбе помогают в плане судейства. То есть мы их приглашаем, они могут приехать. Они помогают, например, в церемонии награждения, потому что для мальчишек очень важно, для них многих они кумиры. И когда кумир одевает тебе медаль и вручает награду,
Это очень престижно и очень приятно. С решением недостатков отечественный баскетбол обязательно выйдет на новый уровень своего развития, так как на сегодняшний день сделано довольно много во благо развития и популяризации данного вида спорта среди населения. И остается только верить, что наши спортсмены достигнут своих целей и вознесут наш флаг на международных соревнованиях. Я думаю, однозначно, потому что прошлый сезон ТБЛ показал, что популярность баскетбола велика. Почему? Прежде всего, к нам пришло больше детей. Зрители на трибунах, увидев эту игру, рассказывают о ней, и популярность растет баскетбола. Конечно, если соревнования будут проводиться в хороших залах, с хорошей рекламой, у нее будет повышенная зрелищность, конечно, все это привлечет народ. И баскетбол будет популярен, но я вас уверяю, что сейчас самая большая проблема – это проблема в кадрах. Завлечь молодежь работать с детьми, потому что дети сейчас специфические, с ними сложно. И, к сожалению, наш институт физкультуры пока нам не предоставляет таких кадров. Нам бы не помешали молодые кадры, которые приходят и которым можно передать опыт. Вот в чем сложность. В этом сезоне мы ставим план только призовое место. Мы сделали большой анализ и начали уже подготовку к нынешнему сезону. Команда готовится. И планы только одни – занять призовое место. В будущем мы будем стараться, чтобы команд было больше, чтобы хоть как-то популяризировать этот вид спорта. Я, конечно, хотел стать тренером, чтобы научить других детей вот баскетболу, чтобы баскетбол не исчезал с Таджикистана.